Пропущенный час годом не нагонишь. Чтобы не жалеть об упущенном времени ипотеки с господдержкой, Нюрбина Николаева пришла в банк. Молодой специалист – одна из тысяч в стране, кто желает успеть в последний банковский вагон со сниженной ставкой. Некоторые снимают квартиру, это получается в месяц минимум 25 тысяч. И лучше вот эти 25 тысяч вкладывать в свою квартиру. Хотелось бы успеть. Программа субсидирования убила двух зайцев. Это мнение экспертов. Спасла от краха первичный рынок и ипотечное кредитование. Но, видимо, российская казна не в силах дальше поддерживать рублем рынок жилья. Если честно, большие сомнения, что будут какие-то альтернативные действия со стороны нашего государства. Я думаю, будет какое-то решение совместное застройщики, может быть, с банками, чтобы не такой сумасшедший процент был, как, я так думаю, будет после завершения программы с ипотекой. Впрочем, государство полностью пока от идеи доступной ипотеки не отказывается. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Многие обращаются с просьбой сохранить доступную ипотеку. Это, скажем так, по-честному, немалые затраты для государственного бюджета. Хочу сказать, что я это предложение поддерживаю. Заявку клиентов банки рассматривают от 3 до 5 дней, поэтому пока еще можно успеть. Пакет документов, паспорт, заверенная копия трудовой книжки, документы по предоставляемому залогу, о доходах и по необходимости свидетельства о временной регистрации. И, конечно же, деньги – 20% от суммы кредита. Покупательская способность населения, она, конечно же, снижается. Свободных денег у населения нет. Застройщики не могут снизить в целом вообще среднюю стоимость квадратного метра. Это замкнутый круг, и пока без помощи правительства страны разорвать его практически невозможно. Отмена субсидирования ипотечных сделок может затормозить восстановление отечественного рынка жилья, в один голос твердят эксперты. Это одна из самых эффективных мер по стимулированию спроса. После завершения программы объемы сделок могут сократиться в среднем на 20%. Айна Винокурова, Максим Бурцев, Вести, Якутск.